Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Добрый вечер. Всех витаю, друзья. Сегодня 16 августа 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Время 21:01 по Берлину, 22:01 по Джохару, соответственно. Приветствую вас всех еще раз. Так, сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, которая всколыхнула весь мир, хотя война закончилась и мирный договор между американцами и талибами был подписан еще 11-12 месяцев назад. Война считается, что закончилась сейчас. Но мы об этом подробно поговорим. Очень интересная ситуация там складывается. И хотел бы поговорить о ситуации с чеченцами в Украине. Раньше чеченцы занимались защитой Украины, поддержка была, общий язык был, и сейчас начались снова какие-то непонятные, но снова это те, которые вот сейчас появились, санкционный список и так далее. Об этом мы тоже поговорим. Да, мула. Так, давайте сперва поприветствую вас всех, друзья, и потом перейдем к теме. Шоуданлам. Талибы, красавчики, выгнали оккупантов, рад за них, говорит Шоуданлам. Ты ошибаешься, что они их выгнали. Год назад они подписали договор, и никак они их не могли выгнать, при всем желании. При всем при этом, конечно же, не умаляя нисколько достоинства и этой, и той стороны, которая воевала, ну и, конечно же, выражая соболезнования бедному афганскому народу. Талибы захватили, если можно так сказать, город Кабул, да и вообще весь Афганистан, столицу Кабул, только после того, как американцы покинули. Поэтому никакой победой талибы похвастаться не могут. Но мы об этом тоже поговорим. Так. И все присоединятся как братья, иншалла, и пойдет против путинской России во главе Америка. Все присоединятся как братья, иншалла, и пойдет против путинской России во главе Америки. Ичкерия XXX говорит. Я думаю, конечно же, объединиться навряд ли талибы, американцы объединятся, так как слишком много крови между ними уже пролито. Я думаю, это еще не скоро, именно с талибами. Афганцы, ну давайте поговорим об этом сейчас. Вы задавайте свои вопросы, вы их скопируете, потом зададите. Я сейчас всех приветствую. Ичкерию приветствую, неуловимого Джо приветствую, грузинского Адама приветствую, Молоток из Швеции, Асан Гала Махкар Саламашин, Дурюк Таваш, Ингушеть, ты почетный брат. Дейл Рейс Холь, Дейл Саламашин, Холь Молоток из Швеции. Александр Ковальчук, Фома Вдуев, YouTube собакам блогера заблокирует, живи Казахстан, закликаю патриот Ичкерии, и ты хороший человек, размовляй, связь, размовляй про Аслан, размовляйте с вами. Ясно. Ну, о чем вы хотите, Александр, поговорить? Давиля, приветствую вас, Давиля, добрый вечер всем, говорит Клайпеда, Литва, все будет Ичкерия. Приветствую, Клайпеда, спасибо. Я всегда говорю, алхамдулилlah, что есть мои братья чеченцы, Молоток из Швеции. Так, Асамбек Тутаев, Саламаш Лума Саргадейлер, Саламаш Ора Асамбек Машоль. Аслан, от банды канала Дедусика тебе привет, Артем Румянцев. Привет, банда канала Дедусика. Да, вам тоже большой всем привет. Так, Артем Цацянец, правильный из Беларуси. Приветствую, Артем, рад вас наблюдать. Маш Войла с нами, все остальные, Берзлой.
Маршал Хейл, леди Маршал. Джон Ратия. Джон Ратия. Гамарджова, ну как ты там? Как здоровье, Джон Ратия? Каки Марджос? Все отлично, спасибо большое. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Почему русские это финно-угры? Так, это не ко мне. Так, мусульманин. Ассаламу алейкум всем от казаха. Ва алейкум салам. Зазам Джидашвили. Гамарджоба всем. Гамарджоба Аслан. Гамарджоба аудитория канала. Гаги Марджо Зазам. Виктор Маркович. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Аслан Машуэль. Аслан Лос. Ва алейкум салам. Машуэль. Ури. Ва алейкум ассалам. Всем салют. Говорит Ури. Приветствую вас, Аслан, с уважением, с города Тбилиси. Мэру Дзамао. Приветствую, Мэру, спасибо большое. Я вас тоже и весь Тбилиси тоже приветствую. Кстати говоря, я был в Тбилиси только один раз, и то очень быстро, проездом и так далее. Обязательно приеду на длительное время, обязательно. Так, давай, Аслан, топи за Америку. Україна, вітаюся, Микола. Вітаю, Микола. Так, Адам Грузинский. Асан, так что там насчет поддержки наших бойцов от ветеранов АТО Украины? Ассаламу алейкум, приветствую всех свободных. Нохчи, антиприкол, ва алейкум ассалам, нохчи. Лан Ин, ва алейкум ассалам. Всех приветствую. Адам Грузинский. С ветеранами поддержка. Вот, я знаю только то, что я выкладывал у себя на канале. Ветераны и волонтеры, патриоты Украины заявили свою позицию, что будут выходить на акции, протестные акции. Пока вот такая вот информация, и сейчас готовятся. Все будет нормально. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Машу, нормально. Всем думающим привет, Мила Йович. Привет, Мила. Даже и все должны ответить, Мила. Потому что тот, кто не ответит, тот не думающий. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, асланика вежешка, ва алейкум ассалам, Машу. Как найти? Ва алейкум ассалам, Машу. Шалом Гамарджоба. Так, друзья, давайте тогда сразу же перейдем к основной теме по поводу того, что происходит с Талибаном, с Афганистаном и так далее. Вообще вся история началась, как известно, немножко рассказать историю, предпосылку всего этого. Это мое личное мнение, мои личные наблюдения, они могут быть ошибочные. Более того, я могу в процессе разговора оговариваться, как и неоднократно уже в своих стримах оговаривался, и потом только, когда видел свои эфиры, видел, что я оговаривался. Поэтому сразу помидорами меня не кидать, а если что-то не нравится вам, что я скажу про Талибан, не обижаться, а если не понравится, что скажу про других кого-нибудь, что-нибудь, что ж не понравится, тоже не обижаться. Итак, слава Богу, что война закончилась. Слава Богу, что американцы вывели свои войска и международный контингент ушел из Афганистана. Афганцы, древний народ, хоть и пребывает в очень тяжелом состоянии последние 40-50 лет, при всем при этом они имеют право жить так, как считают нужным. Более того, если бы не Аль-Каида, которая и Усам бен Ладен, который ее представлял, то, скорее всего, войны американцев с талибами не было бы. Ну, давайте по порядку. Более того, я считаю, что война между американцами и Афганистаном, Америкой и Афганистаном была спровоцирована, и американцы были втянуты в эту войну благодаря провокации, которая была совершена российскими спецслужбами. В частности, или точнее, речь идет о главном разведывательном управлении России, и
они до того, как 11 сентября 2001 года было совершено самолетное нападение на город Нью-Йорк, сотрудники ГРУ, один из сотрудников ГРУ, приближенный к Аль-Каиде, руководству Аль-Каиды, к Усаму бен Ладена, имевший информацию, сообщил на тот период времени депутату Государственной Думы, еще какие-то там посты занимал, Константину Боровому, и сказал, что будет нападение на Нью-Йорк, на башни-близнецы. Слава Богу, Константин Боровой жив, слава Богу, он сейчас в Америке, в безопасности, и дает показания, и дает свидетельство того, что он ранее говорил. Когда он узнал эту информацию, он обратился в посольство и в Америке, в Соединенных Штатах, затем вылетел в Америку, в США, встретился с директором или замом директором, я могу ошибаться, ФБР, рассказал это все, рассказал, что талибы, вернее Аль-Каида готовит нападение самолетами на небоскребы. Директор ФБР или кто-либо там, кто выслушал Константина Борового, об этом он говорит у себя на канале, это можно спокойно послушать, и сейчас он находится в Америке и не скрывает того, что он говорил. Потом произошли нападения. Буквально за год, за 2 года об этом уже знал Боровой. Соответственно, американцы знали. Не знаю, по какой причине директор ФБР не отреагировал, может, не поверил, что это возможно, может, еще какая-то была причина, может, проверяли и не нашли более дополнительных подтверждающих фактов. Но сам факт, что живой Константин Боровой до сих пор говорит об этом, и у меня нет оснований не верить этому человеку. Произошли нападения. Если русские об этом знали, значит русские могли приложить усилия для того, чтобы способствовать этому. Так как мы знаем, что русские террористы из банды ГРУ и ФСБ давным-давно заигрывают с разными радикалами, с разными террористами, исламистами и другими каратистами. Раньше это были коммунистические партии в странах Запада, в странах потенциальных противников. Потом некоторые страны запретили эти коммунистические организации. И вот сейчас, пользуясь своими обширными советскими связями и агентурной работой, которая была проведена за время Советского Союза, очень много поставлялось оружие, вербовались люди, арабские страны и так далее. В арабском мире имеется большое количество российской агентуры. Ее даже на первый взгляд невозможно определить, агентура это или нет. Например, ну кроме еще русских, надо справедливости ради, конечно же, нужно иметь в виду, что кроме русских на этой земле есть огромное количество спецслужб, и вообще у любой страны, уважающей себя, не свободной страны, есть свои спецслужбы. Где-то слабее, где-то сильнее, но специальные службы это хребет государства. Ну, что не скажешь о фашистской России, где является не хребет, да, я не знаю, оковы государства для народа, является специальная служба. И так вот, после того, как было совершено это нападение на Афганистан, американцы, надо здесь напомнить, что точно такое же нападение в дома, ну, имеется в виду разрушение невоенных домов, жилых объектов, было совершено Россией в 1999 году в сентябре месяце. Как известно, первый дом русские террористы во главе с Патрушевым и Путиным взорвали в Буйнакске. Затем, чтобы связать с Басаевым этот террористический акт и та спасательная операция, в которую был заманен Шамиль Басаев. Затем 2 дома было взорвано в Москве для того, чтобы привлечь максимальное внимание журналистов и общественности. Затем был взрыв в Волгодонске 16 сентября.
И потом уже 22 сентября при попытке взрыва 5-го дома в Рязани, Волгодонск, еще раз напомню, в своих стримах я это неоднократно говорил, Волгодонский дом был взорван, потому что в 50 или в 70 километрах от Волгодонска находилась атомная электростанция, которая находится ближе всего к Европе. Таким образом, Запад, европейские страны запугивались чеченскими террористами, которые могут даже на территории России, взорвав атомную электростанцию, и нанести непоправимый вред, в том числе и Европе. И Европа, спрятав голову в песок, оставив другую часть тела на виду, поддалась этому и тихо, мирно позволила сделать то, совершить геноцид, массовое убийство на глазах всего мира, выражая иногда озабоченности. Несмотря вот на все это, мы увидели, что если вы прячете голову в песок, то остается другая часть тела снаружи, и рано или поздно возникают проблемы с той частью. Как сегодня это произошло с коронавирусом. Коронавирус — это именно то, в чем я лично нисколько не сомневаюсь. На моем канале есть видео по этому поводу, еще в самом начале, такое небольшое расследование. Я привожу доказательства, которые есть в открытом доступе. Я думаю, у мировых специальных служб, правоохранительных служб больше будет доказательств, чем у меня. И, скорее всего, это именно то, как я считаю, за этим стоят русские. И после того, как взрывы домов и геноцид, взвалив на чеченцев, взрывы домов и геноцид были совершены, и мир промолчал, через 20 лет в каждый дом в 2019 году постучал коронавирус. В каждый дом постучал страх. В каждый дом пришла смерть. И тяжелые формы вот этой болезни, с которой, скорее всего, нам придется жить, минутку, всю нашу жизнь, всему человечеству. Как мы живем с гриппом, как мы живем со СПИДом, который тоже ВИЧ-инфекции, который также появился непонятно откуда, и также в тяжелое положение для Советского Союза, то есть для КГБ и русских фашистов. В Рязани при попытке дома были задержаны 3 сотрудника ФСБ, 1 женщина, 2 мужчин. В Рязани находится самое большое количество военных учреждений, военных высших образовательных учреждений. И, по всей видимости, это делалось для того, взрыв дома в Рязани должен был мотивировать вот этих убийц и мстить. Но, несмотря на то, что задержаны были ФСБшники, были задержаны прям с бомбами, которые потом оказались обычными мешками, как сказал Патрушев, русский Фредди Крюгер, о том, что это был сахар и это были учения. Несмотря на это, русские пошли топить женщин, детей и стариков чеченских в крови, так как им без разницы, по всей видимости, кого топить. Главное, чтобы была команда ФАС, и они могли грабить одновременно, получая свои садистские, удовлетворяя свои садистские наклонности. И как-то, говорят, Путин сказал, и все это время чеченцы боролись отверженно, просто с невероятной силой духа. И эта сила духа никуда не делась, как может некоторым показаться. И несмотря вот на все это, Запад и в первую очередь Соединенные Штаты Америки не поддерживали русских и не признавали Аслана Масхадова, законно избранного президента Чеченской Республики, террористом, как настаивали русские фашисты и террористы. И было очень большое давление на Россию из-за этого в самом начале. Это несмотря на то, что у нас появились разные Кавказ-центры, разные Маулади Удуговы, которые проповедовали идею, что мы должны двигаться в сторону
арабских стран, мы мусульмане, и этим объяснялось, что мы должны двигаться в сторону Афганистана, в сторону арабских стран и так далее. И вот этот исламский порядок, о котором говорил Удугов, он оказался каким-то не таким уж и порядком, а полным хаосом. Исламский хаос получился из этого всего. И как говорил Удугов, что мы будем там чуть ли не форпостом России на Кавказе, мы там и так далее, и так далее. Когда приезжал в Москву и в одной студии с Любимовым, по-моему, он там разглагольствовал. Если вы помните, Мулади Удугов — это тот человек, который первый в 21 веке объявил войну кафирам и первыми на них напал. Также он ненавидит комбайны, и сейчас, уверен, у него нет ни одного комбайна. Он жив, не беспокойтесь за него, он сделал пластическую операцию, переехал в разные места, сменил документы, и в этом плане он себя чувствует отлично. Что не скажешь о чеченском народе. Хотя я думаю, что и родственники Удугова тоже пострадали от этого. Но не пострадал сам Мулади Удугов. Но речь не об этом. И хорошо, что не пострадал, пускай живет долго и счастливо. Главное, чтобы он объяснил чеченскому народу, почему он нас призывал. Он, Кавказ-центр, призывал нас воевать в Сирии, воевать где угодно. Нужны воины, солдаты и так далее, даже когда уже практически сопротивление полностью иссякло. И почему, что сподвигло Кавказ-центр и Мулади Удугова лично так много говорить и так сильно продвигать идею исламского и кавказского имарата. Но это уже другая история. Поэтому давайте поговорим дальше о том, что происходит в Афганистане. В Афганистане была очень длинная война, много стран коалиции, международные коалиции участвовала в этой войне, в том числе и Турция. До сих пор контингент турецкий находился, по крайней мере, в Афганистане. Талибы очень лояльно относятся к турецкому контингенту и так далее. И вот за особое, вот за усиленное или, скажем так, ожесточенное боестолкновение за весь период, который был в Афганистане в 2009 году, американские коалиционные войска насчитывали около 100 тысяч человек. Конечно же, в воздухе, в техническом оснащении американцам и вообще странам НАТО нет равных. У талибов не было такого оружия. По моей данной, я давно интересуюсь этим вопросом, давно интересуюсь вот этим Талибаном. Кавказский имарат, он был создан по подобию этого Талибана. И вся вот система управления была очень похожа на управление вот Талибаном. При всем при этом афганцев на нашей войне было не так уж и много, если они были вообще. Но это... Они тоже находились в войне, ну, правда, через 2 года после нашей войны, но все же тоже у них началась война, но не видели мы их. Ну, ничего страшного, много кого не видели. И американцы поняли, что за 20 лет надо признать, что даже по картинке из новостей видно, что народ в Афганистане начал лучше жить, можно увидеть хорошие дороги, мосты, люди одетые, да, даже на улице очень много разных людей, хорошо одетых, по крайней мере чисто и опрятно одетых, что было очень трудно сказать до прихода американцев в Афганистан. Опять же, при всем при том, что произошло, я считаю, что американцы были втянуты русскими для того, что я не докончил тогда мысль, не сказав, что Путин сказал, что мы втянем американцев в эту войну и ситуация изменится, они будут на нашей стороне. И через год-полтора произошло нападение 11 сентября, и после этого талибы, американцы втянулись в эту войну
И на территории Российской Федерации русские предоставили все условия, всячески помогали бороться с терроризмом, причем сами же этот терроризм создавая, сами это провоцируя. Опять же, мы можем это посмотреть на примере Кавказ-центра, как он это делает, как бы говоря о свободе слова, говоря о каких-то правильных мусульманских вещах, которые лично я отвергать не могу, которые являются, например, для верующего человека истиной. Манипулируя этими фактами, радикализирует и провоцирует людей на разные нехорошие вещи. И вот за это время американцы, которые не должны были втягиваться, втянулись. В конце концов, американцам удалось найти руководителя Аль-Каиды. Как известно, по моим данным, по крайней мере, я могу сказать так, Талибан это детище или там пестуется сейчас это пакистанскими спецслужбами. Изначально Талибан это студент, ученик, значит, и это было такое студенческое движение против советских войск, советской оккупации. Но в конце концов руководство, по всей видимости, попало под влияние пакистанских спецслужб, которые на самом деле очень сильные, серьезные спецслужбы. Как известно, Пакистан большая страна с ядерным оружием и очень своеобразными нравами. Это очень похоже на индийский народ. Это фактически раньше это была одна колония английской королевы, английской короны. И после того, как англичане покинули Индию, и вот между Индией и Пакистаном развязалась война, и время от времени они воюют. И вот такие радикальные товарищи, которые представляют террористическое движение Талибан, сейчас, наверное, это уже не террористическое, но в 2003 году по резолюции ООН Талибан был признан террористической организацией, поэтому я буду пока считать ее террористической, пока не будет обратного хода этим событиям. Талибан потерпел полное сокрушительное поражение в войне с Афганистаном. Несмотря на это, Пакистан поддержал своих лидеров. Усама бен Ладен был убит в Пакистане, как мы знаем, как нам сообщают американцы. Тоже что говорит, что за Аль-Каидой стояли не только, или рядом вокруг Аль-Каиды были не только русские спецслужбы, но и пакистанские спецслужбы. По всей видимости, Усама бен Ладен был повод для войны, вообще против Афганистана. Американцы назвали то, что Усама бен Ладен скрывается там. Повод, на мой взгляд, очень такой сомнительный, можно сказать. И афганцы, как любой народ, например, если человек бежал и находится в какой-то стране, то начинать войну, убивать людей, в том числе и мирных, зная, что будут мирные жертвы среди мирных людей. Конечно же, это неправильно. Но Америка совершила при Джордже Буше очень разные непонятные войны, начала, в том числе и Ираке, в том числе в Афганистане. Хотя Саддам Хусейн это вообще другая история, это был тоже страшный тиран, который убивал людей газом, ну и так далее. В итоге была такая страна или такой клочок земли, который назывался Вазиристан, это на границе с Пакистаном и Афганистаном. Об этом очень много писал Кавказ-центр. Такое впечатление складывалось, что это там страна, там, я не знаю, самая мощная страна в мире, что это Вазиристан какой-то и так далее. Это какая-то земля, провинция на территории
непонятно чьей, Афганистана или Пакистана, хотя граница, конечно же, имеется, но там они более-менее себя чувствовали вольготно, и американцы туда не совались особо. Давайте я вам сейчас покажу одно видео. Видео о том, что в прошлом году в Афганистане, в Дохе, точнее, в Катаре, были проведены выборы, проведены переговоры между американцами и террористическим движением Талибан. Qatar for the start of peace talks. The historic negotiations aim to form a power-sharing government between the two parties and thereby ending. Ну вот этот представитель Талибана, и как вы видите, Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов при администрации Дональда Трампа. И вот что говорят русские фашисты о тех переговорах. Сольные новости из Катара. Там после 18 лет войны подписали мирный договор США и афганское экстремистское движение «Талибан». Еще одна сделка века, как представляет все Вашингтон. Талибы обещают... Как вы видите, 29 февраля 2020 года договор о мире был подписан между Афганистаном и Соединенными Штатами. Как представляет все Вашингтон. Талибы обещают разорвать отношения с международной террористической сетью Аль-Каида. Талибы, как вы слышите, обещают прекратить общение с Аль-Каидой. Силой захватить они не могут, они это признали. И американцы могли находиться там еще 200 лет. Не 20 лет, как они сейчас там были, а еще 200 лет. И ничего им не могли сделать Талибан, представители Талибан. Наоборот, очень много афганцев получило образование. Девочкам разрешили учиться, что вообще уму непостижимо. Отрубание рук там, забивание камнями, это тоже было прекращено. Но при всем при этом американцы, как мудрая, великая нация, несмотря на то, что ничего талибы не могут с ними сделать, но как ответственная страна, как ответственные серьезные политики, они решили заключить договор. Не зная, что на них будут сейчас обвинять их в том, что Америка слабая, она не смогла и так далее. Особенно это делают русские фашисты. Ведь у русских фашистов очень удобно и хорошо воспринимается ситуация, если вы всех утопили в крови. Неважно, нужно было убивать или нет, неважно, оказывал сопротивление, нет, неважно, ребенок это или старик, женщина это или мужчина, русские фашисты всех топят в крови, и потом они считают это какой-то победой. Американцы поступили по-другому. Они поняли, что там находиться им нет никакого смысла. По всей видимости, американцы поняли, что их втянули в эту войну, и они потеряли триллионы долларов и тысячи жертв своих солдат, и десятки тысяч мирных граждан. Были ошибочные удары по больнице, по другим местам, где были огромное количество, до 100 жертв иногда было среди мирного населения. Война была жестокой, как и вся война, но у американцев хватило мудрости и благородства сесть и подписать договор. Талибы отказались также не только общаться перестать общаться с Аль-Каидой, но также талибы обещали, за что мне стыдно, что обещали, что разрешат еще девочкам учиться. Это просто средневековье, когда они разрешают девочкам учиться. Если девочки... Наверное, это делалось целенаправленно, и к исламу это, наверное, не имеет никакого отношения, скорее всего, не имеет, потому что ислам говорит, ищите знания везде и всегда, в отличие от разных средневековых варваров, которые считают, что не надо. И ни один здравомыслящий человек, который любит и уважает свой народ, не мог запретить девочкам учиться, так как девочки воспитывают нацию. И если девочки будут необразованными, то нация будет необразованной. То мать, имеющая узкий кругозор, не имеющая знаний,
малейшего представления о том, что происходит в мире, она не сможет принести знания, дать знания своему ребенку. Соответственно, я считаю, что это чисто диверсия против афганского народа, то, что делается со стороны талибов, прикрываясь, это опять же священным для нас Кораном и нашей религией. Что, конечно же, вот этот пункт мне вообще стыдобище просто за этих талибов. Ну да ладно. И следующее, то, что демократическое правительство во главе тогда с Карзаем договорилось и талибы провести переговоры. Это приблизительно, если бы считать американскую оккупацию и русскую оккупацию Чеченской Республики, это приблизительно как нас бы попросили сесть за стол с Кадыровым, за стол переговоров. Русские попросили бы нас. Мы этого, конечно, никогда не сделаем, потому что Россия это не Америка, а Кадыров это не Карзай, далеко не Карзай, хотя некоторые пытаются так сравнивать, и какая-то параллель на первый взгляд может казаться, но это не так. Но единственное, что будет похоже, это то, как будут драпать разные чиновники. При всем при этом народ чеченский, когда сменится власть в нашей стране, бежать, как афганцы, не будут вслед за американцами. Народ не побежит. Побежит несколько куч, и мы их не будем видеть по телевизору, мы их не будем видеть там колоннами. Они быстренько все поймут и разбегутся. Ну так, вернемся к переговорам, и дальше я вам еще покажу несколько небольших видео. И отказаться от нападений на другие страны, США за 14 месяцев вывести войска из Афганистана. То есть 29 февраля подписывается, 2020 года подписывается, и американцы говорят, что за 14 месяцев выведут войска. Какая это новость, что американцы бежали, бросив все? Никакая это не новость. За год и за полтора даже, можно сказать, уже года сроки чуть-чуть увеличились, чем американцы вышли. Но основной свой контингент американцы вывели еще раньше. И сейчас они просто собрались и уехали. И по всей видимости у них договор был с Талибаном, что они уходят. Вот вам все оставляете, но вы соблюдаете правила договора, которые мы с вами сейчас подписываем. И скорее всего есть секретные договоренности между американцами и талибами. Давайте послушаем. После этого мир или все будет как обычно, когда речь идет об американской внешней политике, большой вопрос. Но есть еще один момент. В 2003 году Совбез ООН, куда входит и США, признал Талибан террористической организацией за связи с Бен Ладеном, введение в Афганистане шариата и целый ряд терактов. То решение никто не отменял. Выходит, что американцы не только вели переговоры с теми, кого сами же признали террористами, но и заключили с ними мир. И слова госсекретаря США о том, что Талибан признал невозможность военной победы, и поэтому с ним будто бы можно и нужно говорить о мире, больше похоже на признание Штатами невозможности своей победы в борьбе с террористами. Это я вам показал канал русских террористов, поэтому особо не удивляйтесь. И на эти переговоры, которые были, это было уже подписание этого договора уже в 2020 году. До этого несколько лет шли переговоры. По-моему, с 2016 года уже начались такие активные переговоры между талибами. Они сперва были секретными, потом они стали уже достоянием общественности. И самая большая проблема, которая беспокоила русских, это было то, что русские не знают, о чем говорят американцы и талибы. И как-то на одной из своих пресс-конференций террорист и просто подонок Владимир Путин, так называемый президент или так называемый царь русских, прямо об этом сказал. Давайте посмотрим, как это было. Ему тут задали вопрос, один афганский журналист, и вот он отвечает. Московского формата. Да. Ну, вы знаете, я, честно говоря, уже не помню, в чем там тонкости проекта этой резолюции, но я думаю, что вы со мной согласитесь.
подавляющее большинство людей, которые живет в Афганистане, уверен, со мной согласится. Я уж не знаю, чего-то там по этой резолюции добивались наши западные партнеры. Если они хотели констатировать, что там все хорошо, то мне кажется, что это далеко от реалий. Но правительство, официальное правительство в Кабуле, они какое количество территорий контролирует в стране? Ну, вряд ли больше 1/3, если уж быть откровенными, правильно? Значит, выборы проходят. Ну, результаты выборов подсчитываются месяцами. Это разве нормально? Ну, чего же здесь одобрять? Проводятся переговоры с талибами. Ну, может быть, это и неизбежно. Надо только понять предмет этих переговоров и к чему они приведут. Если есть реальная сила, которая контролирует значительную часть территории, с ней надо считаться, но тогда нужно делать это открыто, публично, и нужно, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот. Ну вот это моль, или Акура, как его называют, волнуется, что вот он никак не может проконтролировать весь этот процесс. Сейчас я вам покажу еще одно видео. Это видео уже представителя талибов в Кабуле. Сегодняшнее видео. Война закончена, они сообщают. Хотя было понятно, что война закончилась уже с подписанием мирного договора. И вроде бы обе стороны соблюдали договор, и вот пришли к тому, что пришли. И как мы видим, без боя захватываются все города. Это говорит о том, что договоренность талибы не нарушили, и договоренность у американцев была именно такой. По всей видимости, американцы не зря оставили вот эти оружие, если вы видели. Не знаю, в каком количестве, конечно, они у них есть. Ну и Национальная гвардия Афганистана, которая переходит на сторону или складывает оружие, скажем так, перед талибами. И оставленное оружие, и у талибов сейчас видны вот эти винтовки американские, М-16 и другие. Также хаммеры мы видим, вертолеты видим и так далее. Поэтому я думаю, Талибан не представляет угрозу не для Запада, не для Соединенных Штатов. Я думаю, Талибан представляет угрозу для разных диктаторских режимов, которые находятся по соседству. Это Узбекистан, Таджикистан. Также была такая информация, не знаю, насколько она достоверна, что Талибан ведет переговоры с Китаем. Посмотрим. Но я думаю, Талибану было бы встречаться не к лицу с русскими, что они сделали недавно, прилетев к террористам в Москву, что упали ниже плинтуса, да. И если они ведут еще переговоры с Китаем, который совершает геноцид над уйгурами, то это тоже является не в пользу движения Талибан. Хотя в пользу его очень мало что свидетельствует. Говорят, Талибан изменился, Талибан сейчас уже там и разрешит девочкам учиться, и там и так далее. Но посмотрим, что из этого выйдет. Давайте посмотрим выступление представителя Талибан уже в Кабуле. Так, я буду зачитывать, чтобы вы могли увидеть, что он говорит, ну, услышать, что он говорит, так как у вас не все там, наверное, отображается. Мы поздравляем с великой победой афганский народ и особенно жителей Кабула и наших маджахедов. Мы не ожидали, что произойдет так, потому что мы заняли позицию, которую не ожидали занять. هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې Один из руководителей талибов, Мулла Барадар, обещает афганцам ответственное управление страной. Талибы заявляют о готовности создать правительство, которое будет включать все слои общества.
Они обращаются к миру, прося сесть с ними за стол переговоров и решить все возможные проблемы. Судя по фотографии, вот, по изображению этих людей, это не воины. Именно мы представляем, если говорим Талибан, что это обязательно солдаты. Судя по их упитанным лицам, эти люди с питанием проблем не испытывают. В ночь на 16 августа бойцы талибов заняли все районы Кабула и разместились в полицейских участках. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Кадры из Кабула свидетельствуют, что люди пытаются покинуть город. Многие магазины закрыты, хотя столица пала без боя. Семьи афганцев идут пешком в сторону Кабульского аэропорта в надежде вылететь из страны. Бойцы талибов захватили большинство провинций страны за считанные дни. Основной город на востоке страны, Джалалабад, тоже пал без боя. На западе, в Герате, многие жители приветствовали приход талибов. Бойцы талибов обещали им возобновление нормальной жизни. Офисы возобновят работу завтра же, 15 августа. Герат – огромный город, и мы здесь. Бизнес работает. Как обычно, и люди счастливы, что мы здесь и обеспечиваем порядки. Они будут еще более счастливы. Запомните эти слова. Будут ли публичные расстрелы, публичные телесные отрубания рук там, и так далее. И будут ли эти люди счастливы? Запомним это. Жители Кабула ожидали прихода талибов со смешанными чувствами. Сейчас все хорошо, люди к ним нормально относятся. Они говорят, что все могут ходить в школу, девочки и мальчики. Нормальная жизнь, что нас ждет, мы не знаем. В последнее время жизнь была очень трудной. Людей волнует, как талибы обращались с ними в прошлом. Будет ли сейчас иначе? Я не боюсь, я девушка, я знаю, что талибы на подступах к Кабулу Шахре. Они и там, но я их не боюсь. Мы не тот народ, который вернется назад в темные времена. Я девушка, но мне все безразлично. Я Пакистан, и Америка, и все. И если вы заметили, она произносит Пакистан, потому что все прекрасно знают, что за талибами стоит Пакистан, пакистанские специальные службы. Я здесь, даже если они сегодня меня убьют, если они меня опознают, они мне безразличны. Я не боюсь их. Почему я чего-то должна бояться? Это моя родина, это моя страна. Эксперт Радио Свободы Андреас Ильюс говорит, что есть опасность, что талибы не изменились. Они весьма активно пытаются представить себя миру в другом свете. Они понимают силу образа, если хотите, и как они влияют на них и на их возможности. За столом переговоров, а также на то, что Запад позволит или не позволит. Позволит ли им Запад править страной? Проблема в том, что практически нет доказательств, что они изменились. И у нас есть огромное количество сообщений из районов, которые они взяли под свой контроль. Не из всех, но из многих районов под их контролем. Они ходили по домам в поисках определенных людей, вернулись в публичные казни. Это старый Талибан. Западные посольства продолжают срочную эвакуацию своих сотрудников. Аэропорт Кабула пока контролируется американскими войсками. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе. С мая больше 250 тысяч афганцев остались без крова. Как мы видим, американский аэропорт, который контролируется американцами, не штурмуется талибами, хотя, в принципе, у них для этого имеются силы. И это говорит о том, что договоренность между американцами и талибами соблюдается. Одновременно с этим американцы эвакуируют всех желающих афганцев, что тоже говорит о человечности, о добропорядочности страны, Соединенных Штатов, которые вывозят тех людей, которым, может быть,
вероятно, хотя есть договор с талибами и так далее, есть вероятность, что их жизни могут подвергаться опасности. При всем здесь важно еще сказать, отметить один момент. Люди бегут, люди не просто какие-то чиновники бегут, люди бегут в огромном количестве. Это говорит о том, что не только те люди, которые сотрудничали с американцами, представляют себе угрозу, но и другие люди, которые не сотрудничали с американцами, но им видят, что есть возможность покинуть Афганистан, так как с приходом талибов ничего хорошего им не предвещает. Так как та ситуация, в которой сейчас находятся талибы, которым они будут себя позиционировать, у них будут возникать проблемы во всех международных институтах. Международные институты, они, конечно же, не должны признавать, так как, по логике так и было, они не признавали, и им нет необходимости. И еще есть очень, очень хорошая идея. Сейчас талибы устанавливают свой шариат, Кавказ-центр может туда перебраться, будет очень удобно оттуда вещать, это очень похожие на Кавказ-центр товарищи. Также я призываю всех радикальных или всех, которые хотят построить здесь, в Европе, в частности в Германии, шариат, я вам предлагаю, даже буду заниматься вопросом, чтобы вам помочь вылететь туда, оплатить билет, там, раздобыть деньги. Всех призываю сейчас собраться, как раз сейчас талибы просят, им нужны люди, им нужны врачи, инженеры и так далее, они говорят, в основном вот эти строители шариата, они не инженеры, никакие не врачи, но если среди них есть, и они тоже там будут очень востребованы. Призываю всех немедленно. Вот сейчас я вам покажу видео. Немедленно отправиться в Афганистан. Вообще все разговоры, которые вы сейчас тут в Европе тут затягиваете, затрагиваете, там, будучи там в Европе, будучи в Турции, вот вы тут рассказываете шариат, все, американцы вышли, они туда не вернутся. Мирно перешел, никакой войны в Афганистане больше, дай бог, не будет. Пожалуйста, уезжайте все в Афганистан. Уезжайте и потом нам расскажете, как лучше, где лучше медицина, где лучше образование, где лучше права человека защищаются, ну и так далее, и так далее. Если коррупция, много чего можете нам рассказать. Поэтому милости просим, все в Афганистан, все строители туда. Так, Данильбек, тебя тоже касается, тоже в Афганистан. И потом, Данильбек, мы с тобой еще обсудим эту тему. Так, давайте посмотрим это видео. На этом видео американский самолет, который прилетел забрать людей, загрузился полностью. И после этого, как вы видите, люди, здесь очень молодые люди, которые пытаются попасть на этот самолет, чтобы улететь в Америку. Они так сильно пытаются попасть в этот самолет, уже взлетающий самолет они обложили, вот вы видите кадры из видео, где просто бегут рядом с самолетом. Не знаю, что в голове у этих людей, но это еще не так страшно. На шасси, на этих где колесах, сидят люди и собираются в таком состоянии долететь до Соединенных Штатов, я не понял. Я не знаю, что у этих людей в голове, но люди, которые сидели на шасси самолета, прям падали оттуда, и это тоже вы сейчас увидите. Вот вы обратите внимание, вот сидят после захвата на президентского колесах дворца люди. талибами, тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. Вот В давке смотрите. погибли 3 человека. Еще 3 Вот попытались сидят, зацепиться видите? за шасси взлетавшего самолета и разбились. Сообщается, что взявшие на себя охрану терминала на время эвакуации иностранных дипломатов и граждан, американские военные расстреляли 2 вооруженных мужчин. Среди бегущих из страны тысячи афганцев, которые на Вот с протяжении этого последних самолета лет падали, я вам сотрудничали сейчас с США покажу. и теперь опасаются репрессий. Многие боятся возвращения суровых Покажи другие шариатских кадры. законов. С 1996 по 2001 год, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, за воровство отрубали руку, за супружескую измену забивали камнями. Девочкам запрещали учиться в школе.
При этом боевики обещают не мстить и сформировать, цитата, «открытое инклюзивное исламское правительство». Талибы выставили на центральных перекрестках города патрули. И за исключением аэропорта, в остальном Кабуле сохраняется относительное спокойствие. Большинство жителей прячутся по домам. Многие опасаются хаоса после того, как боевики освободили заключенных, расположенных недалеко от столицы тюрьмы. Так, ну, я вам хотел показать видео падения с этих самолетов людей. Сейчас я найду это видео. Куда-то оно делось. Вот это видео. Это не то, извините. Вот эти кадры, которые вы можете видеть. Вот смотрите, летит человек. Потом падает еще один. Вот еще один. Вот еще один. Вот так не принимают талибов. Вот так идет отторжение. Ну, люди хотят попасть в Америку. И это не только те, кто служили американцам, а именно те, кто хотели бы покинуть. Ну, это нормально. Каждый человек пытается себе обустроиться получше в этой жизни. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. И на этом, в принципе, эта тема, можно сказать, мною рассказана, исчерпана. И подводя итог сказанному, хочу сказать, что ни американцы, ни страны Запада не должны опасаться талибов. Они не так сильны, во-первых. Во-вторых, они не имеют ни малейшего желания после того, как они поняли, что власть им просто упала с неба, ни малейшего желания потерять ее, я уверен. И они знают, что прекрасно они ее могут потерять. Поэтому в этом плане как бы американцы, ну, талибы не являются тем, чем-то хорошим для афганского общества. Так. Аслан, ты же пару минут назад сказал, что американцы всех желающих забирают к себе. К большому сожалению, всех желающих они не могут. Всех желающих они имеются в виду тех, кто работал на них. Да и, как вы видите, самолет один, а народу много. Еще, наверное, будут самолеты и так далее. Так. Данильбек, давай я сейчас к тебе обращусь. Ты много тут пишешь разных комментариев. Как мне сказали, ты являешься там правой рукой Удугова. Мне сказали, что ты тот самый человек, который представлялся тут Андархоблизов, там у тебя много ников. А потом в комментариях в Фейсбуке, если это ты, по всей видимости это ты в прошлый раз так мне не ответил, или я не заметил твой ответ, являешься ли ты модератором Кавказ-центра, журналистом этого пропагандистского сайта. Ты меня фактически и оскорблял в Фейсбуке, и обзывал меня работником на разных спецслужб, там причем не очень хорошего качества. Так вот, у меня к тебе вопрос. Зачем ты ко мне сюда заходишь? Что ты от меня хочешь? Ты хочешь наладить какой-то контакт, ты хочешь разрушить
мое представление о том, что я делаю, там, или подвергнуть сомнению, чтобы я подвергался. Какая у тебя цель? Ты чудила, Милоро, Данильбек. Ты чудила. Ты так меня назвал в Фейсбуке. Хольёк чудила, я. Убирайся с этого канала. Я не хочу вообще тебя не слышать, не видеть, не разговаривать с тобой. Не пиши здесь, не умничай здесь. Ты являешься человеком, если это ты тот из Кавказа, это, который тысячи наших, сотни наших парней отправил, один из них, кто отправил в Сирию, который вы не делаете ничего полезного для общества. Да, вы где-то там говорите о чем-то, но полезного и перспективного для общества вы не делаете. Вы нас предлагаете нам вернуться к условиям именно Талибан. Ваш пример был это Талибан. Нам это не интересно. Но одно дело, если бы вы это делали, вы просто убеждали бы кого-то, другое дело, вы это делали во время войны, когда русская пропаганда нас всех подбивала в Сирию, вы больше всех кричали, вы кричали, что нужен Эмират Кавказ, и Дока Умаров пошел на поводу и согласился на этот Эмират Кавказ. Как мы знаем, Эмират Кавказ признан террористической организацией, и несколько человек в Австрии уже сели, получили срок, 2 человека точно, которые представляются Эмират Кавказ. Почему, Данильбек, тебя не трогают? Какие спецслужбы тебя прикрывают, что ты, перебравшись в Австрию, живешь здесь и занимаешься вот этой радикализацией нашего общества? Поэтому Поэтому, пожалуйста, не пиши у меня здесь, и я тебя не буду банить. И если сам уйдешь, нет, я тебя забаню, и ты здесь не нужен и не интересен. Удуговщина — это уже прошлый век. Это уже закончилась удуговщина. Дал мула, аждинч массуугуман, ахчаевич. Даггар галваллагуй, даггар галаваллела, иш дарсо даггар тишер бочин, цюгцаумацево. Ахчаевич, гаскшан дебури, ханна кичун дебури, болабеш, вай оман зидеш, вай ом халакдеш, одеш бол, на буй, дал бикам бойлцан. Дал бикам боч, цаумадетир. Так. Из них дискредитировали весь чеченский свет Осветина. Так, я так думаю, для декольких угрупувань, террористических, не террористических, Афганистан стане полем для тренувань. Моя думка, що там будуть угрупування заборонених в России. Я не знаю, что тебе сказать, поэтому Алид Аллаху Акбар, я не могу ничего сказать по этому поводу. Я очень надеюсь, что талибы не падут так низко и не начнут заигрывать с русскими фашистами, потому что именно русские фашисты были тем, как говорит Константин Боровой, теми, кто затянули туда американцев. Значит, русские являются главными виновниками вот этой кровопролитной войны. Да и вообще 80-90% во всем мире, где есть войны и кровь, там везде КГБ и ГРУ. Поэтому я очень надеюсь, что с русскими они не будут. Мне и так было ясно, кто такие талибы. Но после того, как они прилетели, это кичась с такими защитниками мусульман. Там, я Эрдогану до сих пор простить не могу. Хотя он уже 100 хороших вещей сделал. И при всем я понимаю, что политика и так далее. А тут эти такие принципиальные ребята и прилетели. И мы не будем на вас нападать, мы не будем с вами дружить и так далее. Ну ладно, это сугубо личное дело Афганистана. Пускай занимают чем хотят. Просто чтобы мы не должны были заступаться за Талибан, за афганцев заступимся. Всем протянем руку помощи, вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. А вот эти террористические группы, течения, которые видят так, видят всяк, все, пожалуйста, у себя. Мы сами как-нибудь.
Мы должны найти консенсус в чеченском обществе, мы должны договориться, мы все 100% мусульмане, сунниты, в отличие там, от тех же афганцев, которые есть разные там. Поэтому я думаю, нам проще будет найти компромисс и договориться в нашем обществе, что мы обязаны сделать для того, чтобы дальше развиваться. Так, тот самый Шизик. Нисду просто Л надеждия Аслан. Л. Так, Маждада, я это читать не буду. Это точно удуговщина, прошлый век. Так, если вы знаете, кто он, скиньте его данные. У нас много знакомых по всей Европе. Найдем, накажем. Нохчикан. Нет, здесь никого наказывать нельзя, Нохчикан. У нас вообще-то, если речь о том, что я говорил, ты сейчас если ко мне обращаешься. Мы здесь не наказываем, у нас здесь свобода слова, права человека и так далее. И все в рамках закона. И эту культуру мы должны привить себе и потом перенести ее на нашу страну. Поэтому никаких наказаний никому не надо. Баркалон, Нохчиган. Мне важно, чтобы Рашка развалилась, говорит, как найти. Да? Ури, амин. Хамзат говорит, аслан, бани цебагитлох по жизни. Багитлох, Хамзат, багитлох я баням проблемят. Духаз и Андербек близов, и разных юч, хочу яш. Духаз вайтан бани, от банчо. Амма хинц пока далом дослед, аш ворсо и биргал уватицу, ответит да, и уйхаам 100% уйчвори бани. Чудилище Маворол. Мила Йович, почему такие ярые защитники строители шариата живут в странах Европы? Вопрос очень интересный. Дайте ответ. Света Светина. На митинге в Америке посмотрите, как афганцы дружно вышли. Да, кстати, здесь нужно ответить, что перед Белым домом афганцы вышли и требовали защитить афганский народ, который поверил в демократию, который поверил Америке. Сейчас Америка пытается всячески помочь, но нужно учитывать, что то же самое делает и Германия. Представитель Министерства обороны, руководитель Министерства обороны Германии сказал, что мы проведем операцию по эвакуации тех людей, которые сотрудничали с немецким контингентом в Афганистане. На митинге в Америке так, Аллаху Акбар, я так думаю, для декольких угруппований, так это тоже было. Нормально, Удугов это кремлевский талибанщик. Дока Умара в голове книжце Раслан Лорс. Да. Так. Данильбек нас покинул. Амел элак хайн хуилон Данильбек. Бешват сохави анисвик цела. Хуз гамбурги авонса. Открыто се хуз лил чу эроу се жадо укте сагумават со амел язинак хави анисвик цела. Анонимно почудуешь. Я здесь что? Сюег язин Данильбек бошвек. Вы сюега скриншот шушаегаю. Анонимный ворваться сон. Амел эллак хуйлон хайн. Так, поехали дальше. Джахар Дудаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Джахар, машвой. Так. Ричард Лео, может информатором твоим хочешь стать? Не спеши, Аста. Ричард Лео, я эти игры не играю. Мне вот эти спецслужбы, вот эти ихние вербовки, ихние там доносить нет. Есть публично, что да, я публичный человек, буду ее распространять. А эти игры, я с ними не играю. Пускай.
Сомалийские пираты, надеюсь, тоже не скатятся до российского уровня. Да, будем надеяться. Чкери, Форео, Машой. Так. Маждада Манис Алхила от комментарий Буахо Есум Юэль. Да. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Исаак Шмулевич, у Дугову приносили деньги домой из Москвы в Грозный в чемоданчике по $1 миллион. И на эти деньги он содержал телевидение «Кавказ» и свою маленькую гвардию. Исаак Шмулевич, откуда у тебя такая информация? Давайте доказательства. Если Талибан развалит Рашку, я скажу им респект, как найти. Как найти? Они не развалят Рашку. Не развалят. Так. Аслан, говорят, что Талибан признал Чирии. Да, большому сожалению, они его Ичкерию они признали не сразу, но да, они признали. Талибан признал Чирии. Ну, тогда Талибан был представителем Афганистана, официальной властью Афганистана, который заседал ООН. Я думаю, сейчас у них будут проблемы с разными ООН и другими организациями, потому что законно избранный президент сейчас бежал из страны. И тогда нас признал Афганистан, не Талибан нас признал. Хотя у руководства страны, конечно же, были вот эти люди из Талибана. И они это признали нас после Грузии, нас до этого признала Грузия. И спасибо большое. И вот другой вопрос. У меня потом уже складывается, потом мозаика. Почему Талибан нас сразу не признал? Почему он признал нас после того, когда уже нас нужно было ассоциировать с этим Талибаном? Не была ли это такой медвежьей услугой? Хотя признание Талибана нам не делает никакую, признание Афганистаном нам не делает никакую погоду. Да? Ну и так далее. Ну ладно, пойдемте дальше. Так, друзья. Михаил Барсук. Аслан, афганцев учили годами защищаться от Талибана. Им оставили оружие и технику, но они решили сдаться. Может быть и так. Может быть и так. Я не знаю, что там произошло. Я знаю, что за вот, факты, если говорить о фактах, за 1,5 года был подписан договор о мире между американцами и талибами. И талибы сказали, что они не будут применять насилие. Насилие они не применяют. Но поддержки у той власти, которая была, как мы видим, тоже не оказалось. Люди просто не хотели проливать кровь. Я думаю, президент Афганистана должен вернуться, должны пройти выборы, и должны афганский народ определиться и выбрать себе президента. Хотя талибы не дадут провести выборы, и это может возникнуть сейчас. Большая проблема. Ну, посмотрим. Слава богу, нет крови и войны. Афганцы сами между собой разберутся. Этих агентов нужно гасить на языке хозяев. Да, самое интересное, Маждада, вот эти Данильбеки, вот эти разные исламские большие проповедники, которые чуть ли не по воде ходят, если их послушать. Эти люди очень хорошо владеют матом. Можно подумать, они 20 лет в Москве прожили. Такое впечатление у них, что религиозное, и только ткнешь их в их же это, они сразу начинают материться. Причем он говорит, это не я тебе писал раньше. Если он мне не писал, зачем такая агрессия, если речь не о нем? Это вообще аноним. Если я говорю о другом человеке, как его это касается? А ты, у вас вся сущность вылезла.
эти строители халифатов, имаратов и так далее. Сами сидят, прячутся, зарабатывают деньги, у них по несколько жен, которых они обеспечивают. Причем откуда деньги? Почему появляются у этих людей деньги? Весь народ нищает, идет война, все гибнут, они покупают дворцы, дома, виллы и так далее. А куда это годится? Может, вы бизнесмены? Я не знаю, откуда такие деньги накапливаются. Может, iPhone изобрели? Не надо нам рассказывать сказки. Если вы такие все правильные и честные, помогайте и живите в лачуге какой-нибудь. Если вам даются деньги. Или зарабатывайте, может, свой бизнес. Если есть, зарабатывайте, пожалуйста. И стройте себе дома. Но нет никаких бизнесов, если ты все время в этом находишься. Ладно, пойдемте дальше. Нету больше этого ходящего по воде талибанчика. Ичкерия должна быть светским демократическим государством. Тот самый Шизик, клянусь, демократическим государством. Тот самый Шизик, клянусь Аллахом, я не имею против Аслана Ичкерии. Я просто говорю, что разговоры в Мождаде оставим, проехали, нормально, не демократия. Так, а демократия, все правильно. Максим один. Одного не пойму, для чего они приезжали в Москву? Талибы приезжали в Москву, так как русских пригласили. И это была большая честь, вот, вырваться на международный уровень, встретиться с Россией и так далее. Россию в арабском мире боятся и почитают, уважают. И вот им так показалось. И упали ниже плинтуса. Они обещали, что они будут... Кому обещали? Стране, которая устраивает геноциды, убивает в Сирии, везде людей, в Ичкерии, в Украине, в Грузии. И продолжает травить новичками, полониями и разными другими коронавирусами мир. Да ну, это все прикрытие, религиозная риторика прикрытия. Есть определенные группы, которые этим занимаются, финансируются. Вот я сейчас начал этим заниматься, я вот влезу в это все. Я столько насмотрелся. В теории я изучал, что такое правоохранительные органы, как работает вот эта система. И так как я всегда любил детективы, читал очень много на эту тематику, но это было в теории. На практике это, конечно же, далеко не Джеймса Бонды, но их везде, они везде кишат, какие-то непонятные движения производят. Мне очень жаль их кураторов, которые имеют такую агентуру, но ее полно. И российской, и нероссийской. Никто не думает, как бы обустроиться. Думает, как обустроить себя любимого. А никто не думает, как бы, вернее, думают. Просто сейчас их очень мало. Фриман антипутинист. Гибнявы и их прислужники при отсутствии аргументов начинают нести ахинею и визжать о Гейропе. Или, как говорят, у кого что в голове, то и на языке. Или по-русски вшивые бани. Да. Мы в Австрии тоже вышли в поддержку афганцев. У пакистанского посольства митинг был массовым. Хамзат Ипаев. Брюсли. Аллах дает победу кому пожелает, по тем или причинам. Эмин Соу Австралия. Австралия, удешу. Австралия. То Австрия или Австралия. Мождада. Бешем деряцари петух юхбо. Так, ури, Аслан, они 2 копейки не стоят. Ну ладно, проехали. Аслан. Так, Шоуданлам. Мавола цу сдехт вирон шави ви анкили руэль. Да, сейчас дарим, духом дидераш, дари. Цадах просто. Ванаш дидеш, еще.
Teşen bir akik ilum iriyor. İştem değil. Знаете, он да. Нисуан те. Galvak tak duyuyor doy. Знаете. Dalay can çok onu da şu. Ne ona vatsalar ya. Aslan бывшим куча лицемерие değil de ЦРЦР Чечня не Россия. Им ду. Так, да, ой той. Шоу-то на материал ой той. Te цау моэцуни, до них столько этников. Сандер, ты та ой той чунга. Так. Ну что, радикалы всех мастей, давайте в Афганистан, ваши родные товарищи, особенно Кавказ-центру, там, разным тузикам, давайте все туда. Вы шариат строите, вон построен шариат, покажите, наберитесь опыта, внесите вклад, наберитесь максимального опыта, и вы тогда придете и нам расскажете, как бы, лет через 20. Тот самый Шизик. Акела Волк. Аслан, ты против Талибана? Вот посмотри, Акела, весь стрим, я уже час об этом говорю. Россия империя зла, тюрьма оккупированных стран. Что важно, что у них где написано или их поступки? Конечно, поступки, Джон Доу. Тот самый Шизик. Аслан, Ичкери, выбор, Шунцева. Ичкери, выбор, для того, чтобы провести выборы, нужны условия. Наша страна должна быть деоккупирована, это определенная процедура, которую нужно соответствующим образом провести. Более того, не только сами выборы нужно провести правильно, еще предвыборная кампания и людей, кандидатов, которые будут представлять свои кандидатуры, этих людей тоже нужно с соответствующим, справедливым, честным вот этой процедурой довести до этих выборов. А вот таких условий у нас нет. Мы находимся в оккупации. Весь народ в заложниках. Здесь, в Европе, разделены на разных там агентура, ГРУ, ФСБ, Талибан, Малибан, короче, бардак. Поэтому как мы можем провести выборы не на своей территории и в части общества только? Ичкерия Форева. Ичкерия Форева. Латентные вербовщики. А почему-то я уверен, что эти вербовщики Данильбеки действуют в Европе согласно договоренности спецслужб России на государственном уровне. Я тоже так думаю. Почему столько людей отправили в Сирию и даже не прикрыли этот Кавказ-центр? Столько людей погибло. Почему родственники вот этих погибших не предъявляют претензии? О Аштханах Хайербера, там был это раштик. Накручивать, работала российская пропаганда. Там сейчас там будет халифат, там как будто они боятся этого. А русские сами делали паспорта дагестанским там своим агентам и чеченским. Есть некоторые чеченские партизаны, которых сажали в машину ФСБшники и довозили до границы и высаживали и шли. И в это время говорил Кавказ-центр, а люди, мечтающие, ищущие надежду, какое-то чудо должно произойти. Чеченский народ как-то должен от этого зла избавиться. И молодежь, которая прям пассионарная, которая горит душой, болеет душой. А ее отправили туда, и все. И дальше живут, как будто ничего не было. Призывали, строят халифаты. Их никто не сажает. Их никто не преследует. Фу, странно. Фриман Антипудинец. Фанатик это глухой, как пень оратор. Ричард Лев. Кто знает, о каких 12 единицах спорили Удуга и Березовский, если слив их переговоры еще в начале войны был слив? Это я не знаю. Аслан, я не против Талибан. Он говорит, медитировать на них вредно для здоровья. Я тоже не против Талибана. Я не за Талибан. Я за афганский народ, который бедный. Вот вы видите, бегут просто люди. Это же кадры.
В огромном количестве люди 20 лет жили, у них появилось образование. Теперь талибам не так-то легко будет дурачить людей. По крайней мере, в отличие от русских, талибы, американцы обучили народ, дали образование, вложили денег, очень сильно помогли. Я думаю, теперь Афганистан станет нормальным государством, даже при талибах, потому что они, говорят, изменились. Но как только они начнут публично расстреливать людей, как они начнут запрещать девочкам учиться там, и так далее. Ну ладно, они носят свои эти паранджи. На Востоке у них так принято. Хиджаб обязателен, паранджа это у них, ну, они это и религия обосновывают, ну и так далее. Но это сугубо их личная культура, и пускай как хотят, где-то ходят там в шапке-ушанки и в ватники, в другом месте ходят в парандже. Ну, мир разнообразен, что поделаешь. Пускай живут и развиваются. Но я против того, чтобы из этого Талибана делать какую-то там сильную, супер какую-то организацию, которая после договоренности американцев, после того, как американцы уехали, просто заняли территорию. Американцам они не сделали ничего. Американцев они ни на 1 сантиметр не прогнали, не выиграли. И кто будет сейчас рассказывать, это будет ложь абсолютная. Не было никаких талибов. Нигде они не светились, нигде они за свои права не боролись. Да, вели войну, но потерпели поражение. Да, воюют, да, преданы своему делу. Другое дело, правильно ты предан, и есть ли перспектива. Посмотрим. Главное, чтобы они не убивали людей. Ответить ди дарабоси. Худертиш, а я зинек. Так, Акела Волк. Аслан, ты против Талибана? Да, я против насилия, я против того, что творил Талибан раньше. Сейчас вроде бы изменились. Посмотрим. На межгосударственном уровне, говорит Ичкерев. Так, Аслан, давай радоваться. Теперь есть место для нахабник, для вахабни, куда есть место безопасно помолиться. Так, наша молодежь фанатична в плане религии. Вот они этими манипулируют. Вообще, Нохчикан, ты прав, да, наша молодежь, нельзя сказать, что фанатична в плане религии, но религия это неотъемлемая часть нашего самосознания, нашей культуры, нашего бытия чеченского. И как и свобода, да, стремление к свободе. Ну, свободно молиться мы можем или исповедовать свою религию, только будучи свободными. И любая молодежь, она пассионарна, любая молодежь, она радикальна, если ее подвести под это, потому что они очень такие, мы все помним, да, себя в молодости, когда есть вот крайние формы, да, или добро, или зло, или белое, или черное. И народ, постгеноцидный народ, это было не просто так, что над нами творилось. Постгеноцидный народ, который понес колоссальные потери, который находится в униженном состоянии сейчас. Да, мы все знаем, как Игорь Хвостиков, директор ФСБ банды по Чеченской Республике, заставлял кадыровцев снять штаны и заставить бегать по дорожке. Ну, ГРУ или Бутылкин по кличке Лорд, они там за это, вот эти разные вещи. И много унижений, извиниться, там это. И эти сидят КГБшники. Я общался, когда защищал людей, там в Лефортово в тюрьме проводил следственные действия. Разные были моменты. Да, и вы тоже видели, наверное, ФСБшников. Ну, самые настоящие чмошники, самые настоящие чмари. И эти чмари сидят и изобретают, как бы унизить чеченский народ. Вот они сейчас у нас в Чечне находятся, вот эта банда ФСБ. Вот они сидят и думают, Игорь Хвостиков думал, как бы заработать деньги, подняться по служебной лестнице, ну и унизить чеченцев. Надо же им отомстить, как они. Потом они рассказывают в своих мемуарах друг другу там, за этим делом.
Ну, помнишь, как мы там чеченов, там штаны снять заставили, это сделали. Но это уровень их величия, да, им кажется так. А это самые настоящие бичи, ФСБшники, которые у нас в Чечне воевали, и кто помогал им там воевать. Вы все бичи, я вам говорю, вы не люди, я вас не считаю вообще за мужчин даже. Вы ничто. И вот эти ФСБшники творят с нами все, что хотят, как они могут. И наша молодежь, которая это все видит, она готова на все. Ее нужно организовать, ее нужно поддержать. А что такое Кавказ-центр? Кавказ-центр — это тот канал, на котором бывший кандидат в президенты Мовлади Удугов и наши уже действующие президенты Масхада, Абдулхалим, Дуакка Умаров, эти люди вещали через этот канал. И Кавказ-центр заслуживал доверия, мое доверие в том числе он заслуживал. Но я потом только понял, что нами манипулируют, нас используют. Кавказ-центр был запрещен в России, я заходил через Тор, смотрел так. И причем он был запрещен не везде, и не все запрещали, вот эти провайдеры, по крайней мере в начале. Потом уже я пользовался Тором и так далее. И да, там очень много полезной информации, очень нужной информации. И на Кавказ-центре, может быть, не все являются такими идеологами, которые получают деньги и строят себе там дома и еще и так далее. Может быть, не знаю, может там и все, там, не думаю, что там много людей. Но то, что они делают, это вред. И поднять молодежь, которая здесь, в Европе, набралась сил, молодежь выросла, видит, какую несправедливость с нами сотворили, и говорят, давайте, пойдемте в Сирию. А ведь в Сирию призывали и не только Кавказ-центр. Кавказ-центр уже радикализировавшихся призывал. А вначале еще демократы Европы поддержали, Запада поддержали тех оппозиционеров, которые вышли против Башара Асада. И вроде бы было, ну все не против, да, Башар Асад преступник, сирийцам плохо, нужно помогать. И вот в этот момент вот этот Кавказ-центр начал накручивать, и не только Кавказ-центр. Вместо того, чтобы сказали, подождите, ребята, это не наша война, куда вы идете? Наши чеченские маджахеды сидели в горах и говорили, клянусь Аллахом, мы любим сирийцев, этих партизан, кто там, маджахедов, которые там, больше, чем вы, или не меньше, чем вы. Но нам здесь нужна помощь, а не там, они говорили. Но некоторые за наживой поехали в Сирию, это тоже правда отрицать, да, смысл, там кто-то хотел реально шариат построить, кто-то выехал против Башара Асада, кто-то просто заработать бабок. Всякие были. Ну ладно, оставим, короче, эту тему. Поехали дальше. Я хотел бы в конце своего стрима, уже стрим, в принципе, время закончилось, я сегодня хотел бы поговорить по поводу той ситуации, которая складывается в Украине. Ситуация в корне не меняется. Несмотря ни на что, украинская власть упорствует. Я вам говорил, я брал интервью у адвоката Асламбека Амагова, и Асламбек Амагов в суде отстаивает свою позицию, и будем надеяться, что он и другие тоже смогут отстоять позицию, что их незаконно репрессируют и так далее. И несмотря на это, в суде защита Асламбека Амагова потребовала предоставить документы от Службы безопасности Украины или СНБО о том, что Асламбек Амагов преследуется на законных основаниях. Какая у вас есть информация? На что спецслужбы украинские сказали, что мы не можем предоставить.
Но я не знаю, как это можно объяснить. Приблизительно так было в 37-30-х годах, когда людей без объяснения причин расстреливали, забирали, репрессировали и так далее. И говорили, ну, поступила информация. Так поступали русские. Это я сам наблюдал в судах. Я слышал голос из микрофона или из динамика в потолке, в зале судебного заседания. Как бы измененный голос. И этот голос говорил там о чем угодно, и суд ему верил. Засекреченный свидетель с измененным голосом, и все должны поверить, что вот на скамье подсудимых сидят виновные, потому что вот этот голос сказал, его так засекретили. Такое было у русских. Русские без суда и следствия убивали чеченцев. Сейчас это начали делать украинцы. Защитников из добровольческого батальона имени шейха Мансура точно так же 4 человека, одного из батальона Крым, внесли в этот санкционный список. Внесли чеченцев, несколько чеченцев, бизнесменов, которые проживают. И единственное, что просит защита Асланбека Амагова, это дайте нам доказательства. Предоставьте нам доказательства. Вы обязаны предоставить. Хорошо, пускай это будет не публично. Но хорошо вы засекретите своего свидетеля, который дал эти показания. Но вы не можете просто так сказал, я сказал что, или директор СБУ или СНБО, вот этот ветеринар, они сказали, что ну все, вот мы считаем, да вы кто вы такие так считать? Завтра ведь вам тоже могут сказать, в конце концов, или Украина это не правовое государство, что я так сказал. Знаете, украинцы, что случилось с русскими? Когда был геноцид чеченского народа, русские поддерживали этот геноцид. И теперь над русскими и всеми остальными во всем мире проводят Путин и КГБ свой эксперимент. Свой эксперимент над людьми. Сейчас в Украине проводится первый пробный шар, такой очень удобный, любого нежелательного, можно так замочить, да, при желании. Проводится эксперимент без суда и следствия, вернее, судом, но без следствия, без объяснения причин, просто вы заносите список. Вы подвергаетесь репрессиям. И вам никто не объясняет, как такое возможно вообще. Завтра это будет с украинцами. Вот попомните мои слова. Так всегда бывает. Я не провидец, не пророк. Просто я знаю, что если позволять это делать над кем-то, это происходит и над вами самим, если вы позволяете это делать. Так вообще невозможно, как это делать. Нужно уходить на международные институты, международные организации. Уже ведется по этому поводу работа. И я думаю, все равно правда восторжествует. Посмотрим. Моя задача наблюдать, оповещать вас о той информации, которая мне поступает, держать вас в курсе всех событий, соответственно, и максимально привлекать внимание, если нужна моя помощь, более углубленная, конечно, ее тоже я готов буду оказать. Так, друзья, на этом наш стрим, я думаю, сейчас я посмотрю ваши комментарии, друзья. Посмотрю ваши комментарии, и на этом можно будет закончить наш стрим. Так, Акела Навала. Что-то. Шума Джона Дона. Надулай же раск шдитишис. Хучу до Роушен Цедуч. Надулай же да волове не мэри ягал аш раски бар. Надулай хор страна бой. Шор посольство ю. Простой раски цабиахба. Цег ты его церц кастаиш. Митинг шие шехи тогда эл. Шайну агди. Хучу до хучу ахундуц тишешис. Мож он рихул шо, он рихул метк боч аш душур. Я хузгоушен лат залеч чуть сагуя черт садич.
Так, ночью почитаю ваши сейчас комментарии, друзья, и на этом наш сейчас стрим можно будет заканчивать. Аслан, проблема наших чеченцев в Украине может быть связана с извинениями Зеленским перед Кадыровым за юмористический номер в ролике. Не знаю, наверное, с этим не связано, но и смотрите, если чеченцев преследуют, и эти чеченцы не работают на русских, то их преследуют русские. Чаще всего. В Украине я не знаю, я могу только отвечать за себя. Я ни за батальон не могу ответить, ни за Асламбека Амагова не могу ответить. Но я скажу, что я знаю, что какая информация у меня есть. И у меня нет ни малейшей заинтересованности выгораживать Асламбека или батальон. Я с ними ни в каких дружеских, родственных и иных отношениях не состоял, и я не знал этих людей. И сейчас я не могу сказать, что дружеские. Да, мы одних взглядов люди, но друзьями нас называть трудно, потому что мы практически не виделись и практически не общались. Другое дело, я знаю, чем они занимаются. Так вот, я наводил справки. За Асламбека Амагова мне говорили люди, что этот человек абсолютно никакой, ни с кем не связан, ни с русскими, ни с мусскими и так далее. Никаким криминальным авторитетом он не является, вором в законе он не является. Это та информация, которая есть у меня. Я верю этой информации, потому что те люди, которые давали мне ранее другую информацию по другим людям, они всегда были корректные, аккуратные в информации, которую мне давали. И она никогда меня не подводила, эта информация. То же самое можно сказать про батальон имени шейха Мансура. За него еще легче сказать. Асламбек был не на виду, а эти люди были на виду. Они, за них, их же патриоты, кто с ними воевал, выступают. Они 7 лет находятся. Да? Их бы хотя бы не было, батальонцев. Можно было бы думать и на Амагова, и на других людей. Ну, там может быть что-то. Но как подумать на Муслима Чеберлоевского? Что Муслим Чеберлоевский каким-то дал повод усомниться в том, что он не на правильной стороне? Нет. Значит, это дело именно репрессий. Именно за то, что эти люди не устраивают русских. Украинцев они устраивать должны, по идее, все. Потому что никакой угрозы не представляют. Никакой. Для Украины только помощь. Я не знаю, как это объяснить. Мне очень трудно объяснить. Не хочется резких движений, не хочется нанести вред Украине. Да? Именно поэтому Муслим Чеберлоевский и другие, они выжидают, они надеются на благоразумие, так как они не виноваты. Выйти, поднять хай, там, поднять митинги, совершать, а там обязательно кто-нибудь проведет провокацию из недоброжелателей. И тогда будет бардак полный. Поэтому, не знаю даже, как это, просто неприятно, знаете, как нож в спину. Странно, очень странно. Так. Я лично знаю Асламбека, простой чеченец, плюс еще и коллега, он хромой. Да, я тоже знаю, я знаю его куда. Вот, узнал, скажем так. У меня, например, нет никаких претензий к... нечего сказать. Вот я искренне, я свое слово, свою репутацию ставлю. Если завтра это окажется не так, конечно же, мне это могут будет потом припомнить. Потому что я не знаю ни Асламбека, ни Муслима Чеберлоевского, ни там других людей, которые из батальона. Я немного с ними общался. Но я проверял, спрашивал, потому что несколько раз обжигался и решил, что я не обожгусь больше. И по своим каналам проверял. Нет, Асламбека Амагова нельзя сказать, что он связан с российскими спецслужбами, что он связан с криминалитетом. Человек жил
да, занимался какими-то своими делами, да, может быть, его можно встретить где-нибудь, или фотографию иметь где-нибудь за столом с какими-то ворами в законе, там, и так далее, бандитами. Я не знаю, есть это или нет, но ни в коем случае. Я никогда не слышал, есть эти фотографии или нет. Но как было в Москве, я вам могу сказать. Я мог прийти в любое кафе, обычно, где тусовались мы, например, у нас были свои места, где мы обычно тусовались, собирались там, по вечерам. И там мог оказаться кто угодно в этой компании. И возникали разборки. Кто-то занимался коммерцией, кто-то занимался среди общих знакомых. А мы, чеченцы, как бы общаемся, дружим, помогаем друг другу. Кто-то занимался адвокатурой, кто-то занимался криминалом, может быть, не знаю. И возникали разные ситуации. Кто-то бизнесом, кто-то политикой. Всякое было. И ты мог сесть за столом, и потом выяснилось, что ты разговаривал. Вот у меня было. Разговаривал. Прям мы сидели, разговаривали. И залетел спецназ или кто там. ОМОН залетел. Оказалось, я сидел за одним столом, но я говорил не с ним, но я представлял интересы одной девушки, а напротив меня сидели бандиты, там какие-то криминальные авторитеты там и так далее. Я сразу показал удостоверение адвоката, и меня не положили. Я реально пришел провести переговоры, и я реально, даже тот человек, который меня позвал на эти переговоры, он меня не предупредил даже, что они бандиты. Потому что у меня в голове даже не было, что это бандиты, а оказалось там какие-то супер там крутые бандиты, как они себя считали. Поэтому всякое может быть, и должны быть убедительные основания. И то, что украинские спецслужбы не показывают эти основания, связан Асланбек с криминалом, связан он с российскими спецслужбами, это то, что они не показывают даже своему суду, это говорит о том, что не такие уж они и убедительные, эти доказательства. А то бы быстро показали бы, суде бы сказали, вот смотри, видишь, вижу, все. Или там адвокату показали бы там, с подпиской о неразглашении, ну и так далее. Так что я буду дальше следить за этой ситуацией, конечно же, буду у себя на канале, в Фейсбуке и других своих социальных сетях выставлять информацию, максимально освещая те события. События в Украине намечаются, будут протестные акции. Протестные акции уже проводятся, они в разных местах в Украине уже начали проводиться, в Киеве имеется в виду. Я думаю, будет дальше больше. И лучше оставить наших парней, которые никакого вреда, кроме пользы, Украине не приносят. И всем украинцам, кто нас поддерживает, большое вам спасибо. Большое-большое. Так, на этом наш стрим заканчивается. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И, как говорится, все будет Ичкерия. Да, мула. Адикёль, маш оль, бюздек алёль. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. До свидания.